свежайшую форель. Я нахожусь в красивейшем, зеленом, атмосферном городе, который хранит свои традиции, обычаи, культуру и при этом развивается в своем неспешном ритме в городе Алматы. Алматы! Алматы! Добро пожаловать к нам! Алматы! Добро пожаловать в Алматы! Алматы! В этой передаче я постараюсь рассказать о самых интересных местах Алматы. Например, мы посетим самое атмосферное место – Чарынский каньон, полюбуемся красотами Кальсайских озер, окруженных вековыми деревьями, там же попробуем свежайшую форель. Перенесемся из жары в зиму в горнолыжный курорт Шимбулак, будем учиться со мной кататься на лыжах, загадаем желание и помедитируем в красивейшем парке первого президента, ну и окунемся в казахское гостеприимство. Это я постараюсь передать вам сегодня. Это будет интересно! Это точно! Это будет интересно! Это будет интересно! Это будет интересно! Въехали мы в страну через Киргизию. В первый же день мы ощутили гостеприимство страны в прямом и переносном смысле. Как пересекли границу, нас остановили те, кто должен был защищать. Оказалось, дорожная полиция хотела стрясти с нас деньги, устроив спектакль с захватом машины. Только потом поняла, что большинство казахских фильмов о рэкете, захватах и шантаже. И вся эта история очень напомнила сюжет подобных фильмов. Поэтому мой вам совет – не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и общаться спокойно. Жан, короче, ты нас не видел, и вообще ты нас не знаешь. Понял? Так надо. С администратором тоже перетри. Ага, ладно. Но зато все это было так незабываемо, а дальше началась настоящая сказка. И это правда. После долгой дороги мы попали на самый настоящий праздник. Нас радушно встретила казахская семья, распахнув свои двери и накрыв просто нереально вкусный стол. Верните меня обратно в этот день. Бешбармак, казы, даже были домашние вкуснейшие эклеры. Кстати, а вы знали, что бузы подаются с десертом? И что чай наливают не до краев, чтобы выразить уважение гостю? И вот так встретят каждого, особенно в деревнях. Дело в том, что с древнейших времен гость в понятии казахов воспринимался как божий посланник. Отсюда возник и культ гостя в степи. Вместе с гостем в дом приходит благодать, говорят наши герои. Хозяева должны, где вот чай разливает, а гости должны вот на почетном месте. Чем дальше от чайника гость, тем он больше уважает. Вот оно что, да? Здорово. И у вас чай пьют из пиалок? Да, у нас чай пьют из пиалок, да, но мы сейчас современные люди пьем из бокалов, но в основном... Это большая ее кружка, В основном из пиалок. маленькая моя. И сразу понятно, кто в семье главный. Чай наливают в пиалки у нас и наливают, чтобы... Ну, не полная. Если пиалка полная, это получается неуважение к гостю. Почти на донышке чай наливают, чтобы он не остывал. Это получается как уважение. Вот. А если нальешь полно, чай, пока гость пьет чай, он может же остыть. Вот. Это считается неуважение. Вот в таких мелочах мы и понимаем, и видим, и раскрывается вообще народ и сама по себе страна, да? Да. Спасибо большое. Как мы уже знаем, казахи, как и вы, гостеприимные. В первую очередь, если гость приходит, все мы выкладываем. Все выкладываем. Сами можем, если мы жили раньше в юртах, если много народу в одной юрте, если не умещаемся, мы, хозяева, уходили из дома, а вернее из юрты на улицу ночевать или там что-то другое, а гостей укладывали в постель обязательно. Что у нас есть? Барана резали, жеребенка резали, все,
что у нас есть. Все самое Резали лучшее. и Да, готовили для них пищу, для гостей. Будь он родной, будь он вообще незнакомый, для нас это гость. В Бакира Кадыралиевича и в Майру Жамашевну мы влюбились сразу. Такое гостеприимство в сегодняшних реалиях редко где встретишь. А какая история любви! Длится она вот уже 70 лет. В 10 классе. В 10 классе это уже. Потом она поступила в институт, я поступил в техникум. Правда, два месяца проучился, вернее, не проучился, а съездил на практику в Пахтаарал. Оттуда приехал, мать сидит, плачет. Она у меня дояркой была, депутат Верховного Совета Казахской ССР. Вот. Она сидит, плачет. Чего, мама, плачешь? Ой, ты сейчас вот это вот техникум закончишь, учебу закончишь, и уедешь куда-нибудь, я останусь одна. Сидит, плачет. Я говорю, хорошо, ладно. Тогда я поеду, заберу документы. Она промолчала. Поехал, забрал документы, приехал домой, устроился на МТФ, она работала, дояркой работала. Устроился на МТФ, телятником. Телятником. Телятником устроился. Вот через год поработал там вместе с ней. И в армию меня забрали. И я уехал в армию на 3 года. Через 2 года приезжаю. Нет, я на каникулы приехала. Он арба дегенде не дейді на это. Телега, Телега. Ридван. Да, вот так едет. И он остановился, говорит, а я, говорит, бросил учебу. Я говорю, молодец, кем ты работаешь? Телятником, молодец, работай дальше. Вы в армии смотрели на ее фотографию? Ну, с собой я забрал. Я люблю ее, а как? Иначе не может быть. И что вы говорите? Моя кореяночка. Моя кореяночка, моя кореяночка. Семья бережно хранит историю рода, фотографии, вещи, которые передаются из поколения в поколение. В каждой казахской семье есть сундук, который переходит от матери к дочери, там, потом передают к внучкам и так далее. Но этот сундук у нас есть, но мама хранит его отдельно. Это современный сундук. Здесь мама там хранит какие-то подарки, которые приносит ей в дом. Да. Открывайте. Да. Которые я сама должна кому-то дарить. Вау! Вот. Ага. Там есть что-нибудь, нет? Ну вот такой это много всего коврик интересного. для чтения намаза. Ага. Вот, мам, подождите, я вот так. Это коврик для чтения намаза. Вот. Это есть в каждой мусульманской семье такое. Вот. Ну и, в общем, подарки разные. Тут рубашка, вот лежит платок. Всякие, в общем, ткани. И вот сундук постоянно должен быть полный, да? Полный, да. На случай, если придут в гости. Да. Ой, какая хорошая традиция. Даже есть рубашка. И платочки. Сразу мама дарит вам, вы не поняли. Сразу она вам, да. Вы же пришли в гости к ней, вот она сейчас, да. Вот. Ой, спасибо. Спасибо. Напросилась или как? Спасибо. Даже оператору. Давайте я вас обниму. А мне что подать? Это от сундука. Да, действительно волшебный сундук, от которого, да, столько подарков. Ой, какой красивый платок с райскими птицами, едиными красивыми цветочками. Просто потрясающе. Спасибо большое. Появилось желание перенять традицию радовать гостей вот такими подарками. У казахов принято, что гость, знакомый, незнакомый, из дома должен уходить только довольный.
Возле двери ваза с конфетами. Жирная сладкая точка, подтверждающая, что казахи действительно самый гостеприимный народ. Гостеприимство казахов вы будете чувствовать везде, даже в кафешке и в ресторанах. После съемок пришла на очередную встречу, попросила меню, думаю, что бы заказать, потому как я уже плотно поужинала. Спрашиваю у официанта: смузи, какой смузи? Это креманка или бокал? Какого она размера? Официант не может мне нормально объяснить, да, он говорит, не маленькая и не большая. В итоге, смотрите, что принесли. Целый кубок смузи. Казахское гостеприимство ощущается даже в ресторанах. Наше путешествие продолжается, и мы сейчас держим путь на Кальсайские озера. Кальсайские озера – система из 3 озер в северном Тяньшане, в ущелье Кальсай. Туристы назвали эти места маленькой Швейцарией. Уж больно красивые виды, а цвета просто невероятные. Не хватает только шале с панорамными окнами, хотя нам поведали, что здесь можно разбить кемпинг, палаточный городок, ну или остановиться в местных гостиницах. Вот мы и приехали на Кальсайские озера. Невероятная красота, свежайший горный воздух. Озера окружены хвойным лесом из тяньшанской ели. Туризм здесь развился после пандемии, потому как все начали ценить природу, все хотят оказаться в красивейших местах, и поэтому здесь проводятся пешие прогулки, прогулки на лошадях, можно покататься на лодках. И самое главное, в этом ресторанчике можно попробовать свежайшую форель, которая выловлена именно в этих озерах. Кальсайские озера называют жемчужиной северного Тяньшаня, но на самом деле это даже не жемчужина, а настоящее ожерелье, ведь озер 3. Озера являются экологически защищенным местом, поэтому из развлечений только катание на лошадях, катамаранах и лодках. И этого достаточно, потому что озера – идеальное место для прогулок и медитации. Да, лучше, чем обратно подниматься. Нагуляв аппетит, поднялись в единственный красивый ресторан. Здесь обязательно попробуйте свежайшую форель. Красиво, атмосферно, вкусно. Поставлю, пожалуй, этому месту 10 из 10. Добираться до озер из Алматы можно 2 путями – на машине или купить тур. Ехать придется долго – 4 часа, но оно того стоит. Стоимость входа на Кальсайские озера за каждого взрослого по 845 тенге. Предоставление места для размещения одного палаточного лагеря в день – 750 тенге. Стоимость проезда – 700 тенге, пенсионный тариф – 150. Номера в гостинице от 8000 тенге. Также можно приобрести тур на 2 дня с питанием за 22 тысячи тенге. В рублях это будет 4500 рублей. Но часть туристов предпочитает останавливаться в гостевых домах поселка Сате. Он единственный находится неподалеку. Там много вариантов размещения на разный бюджет. Одним словом, обязательно съездите, так как эту красоту надо видеть своими глазами. После радости души захотелось еще релакса, и мы отправились в спа. Спа в сети, пусть и с искусственными пальмами, но очень даже хорошими условиями. Мы пришли в один из популярных, разрекламированных эко-парков, зон отдыха. Сейчас зайдем, посмотрим, как внутри все устроено.
зашла в хамам. Возле бассейна сразу... Вау! Невозможно туда зайти. В 3 часах езды от Алматы можно попасть на горячие источники. В этих местах очень много зон отдыха, начиная от бюджета, заканчивая такими спа-комплексами, которые включают и хамам, и несколько бассейнов. И самое интересное, не только алматинцы, но и гости из столицы приезжают сюда оздоровиться, отдохнуть душой и телом, потому как каждый бассейн – это настоящий горячий источник, содержащий всю таблицу Менделеева. Вот здесь, именно в этом месте, есть несколько зон отдыха. Я выбрала самый лучший по отзывам в оборудованном гостиничном комплексе непосредственно в заповедном парке. Он находится неподалеку от стоянки. Для гостей предлагаются номера категории люкс и стандарт. На территории есть бассейны, кафе, бар и баня. Набравшись сил и, очень надеюсь, исцелившись и отдохнув в горячих источниках, в этой красивой локации я отправилась исследовать эти места дальше. И следующим пунктом стал Чарынский каньон. Боже, как красиво! Я пожалела, что не взяла летящее платье, фотографа и квадрокоптер, чтобы сделать для вас красивые съемки. Здесь живописно за каждым поворотом. Я в восторге от того, что, приехав в Казахстан, можно увидеть кусочки разных стран. Здесь невероятно красиво. Кстати, Чарынский каньон овеян мистическими легендами, преданиями и тайнами. В народе каменистые скульптуры окрестили ущельем дракона, урочищем ведьм и каменным мешком. В древние времена люди верили, что здесь живут духи, которые не стоит беспокоить. Продолжаю для вас открывать новые места. Мы находимся недалеко от Алматы, 195 километров. Добирались мы тут весело, веселой компанией. И когда подъезжали, увидели очень много машин. Кто-то устраивает фотосессии, кто-то приезжает с семьями. Локация просто невероятная. Чарынский каньон – это альтернатива Гранд-каньону. Сюда приезжают не только алматинцы, но и со всего Казахстана, а также туристы со всех стран. Вот пока мы проезжали, мы увидели итальянцев, увидели и испанцев, также очень много индийцев. Все делают фотосессии, приезжают с семьями, отдыхают. И обратите внимание, вот такие есть остановочки здесь, где можно подождать общественный транспорт, потому что каньон протяженностью 154 километра. Вот эту красоту создала речка Чарен. 15 миллионов лет назад образовались вот такие горные породы, которые вошли в историю и значатся в любой социальной сети одно из самых красивых мест, где можно сделать красивые фотографии. Согласно поверьям, в ущелье урочища ведьм, ведьма устраивает шабаш, загоняет туристов на столбы и сбрасывает в пропасть. Интересно, что именно проход к этому ущелью дается путешественникам труднее всего, так как здесь сужается дорога, и создается впечатление, что стены окрашиваются в черный цвет. Более того, ветер в ущелье издает странный необычный гул. Каменный мешок и чертово ущелье вот уже многие годы внушают страх даже самым ярым скептикам. Но если обратить все это в волшебство, например, место, где загадывают желание, прогулка будет только в радость. Единственное, передвигаться нужно
очень осторожно. Все-таки природа дикая, тут регулярно случается камнепад. Что я заметила, разница, конечно, есть, это ущелье, но очень похоже сама по себе порода на наши ленские столбы. Добираются в каньон разными путями. Кто на своей машине, кто на общественном транспорте. Автобусы до Чарынского каньона отходят от автовокзала Саяхат. Вам будет необходимо взять билеты до Нарынколя или Кегена и предупредить водителя высадить вас у поворота на каньон. Но после вам будет необходимо пройти пешком около 10 километров до пункта назначения. И еще 150 с лишним километров по каньону. Тоже пешком. Чтобы этого не случилось, расскажу вам о ценах, о стоимости и о том, как можно передвигаться внутри каньона. Входной билет в Чарынский каньон стоит 845 тенге. Если вы не хотите передвигаться по каньону пешком, можно взять такси, который будет стоить 500 тенге. Дорога в одну сторону занимает на легковых машинах от Алматы 2,5, а то и 3 часа. Но я все-таки советую брать автобусные туры из Алматы с заездом и на озера, и на каньон. Стоимость такого тура 8900 тенге. Это примерно 1800 с одного человека. Думаю, лучше тур, чем идти пешком. Куда бы ни отправились, не забывайте оповестить духов этих земель о себе. Река Чарын – это огромный водный поток, протекающий в Алма-Атинской области Казахстана. Эта река имеет бурный нрав, как и большинство горных рек Казахстана. В общей сложности она проделывает путь, равный 255 километрам. Здесь же можно найти редкие растения, занесенные в Красную книгу. А также, оказывается, это место исполняет любые ваши желания. Наш Чарынский каньон, он действительно обладает, даже можно сказать, мистическими свойствами. Здесь происходят такие чудеса. Даже у нас есть такие места, где ветер, который проходит через скалы, он издает такой необычный звук. Поющий, да, как поющие скалы, можно сказать. Вот. И это место образовалось очень много миллионов лет назад. Здесь был океан, и мы находимся прямо в впадине этого океана. И за счет того, что по мере того, что океан он постепенно испарялся, образовались именно вот такие вот полосы. Сама река Чарын тоже обладает очень такой мощной силой. Мы сами даже чувствуем, Да, чувствуете прям здесь, силу, энергетику очень сильную. Энергетику этой реки, это просто невероятное чувство. И каждый, кто сюда приходит, он находится в медитации, в уединении, в своем мире. Каждый здесь находит то, что он искал в себе внутри. Загадав желание и спив прохладной горной водички, мы отправились обратно. Только мы не рассчитали время. Темнеет здесь очень быстро. Вечерами лучше не гулять в этой местности, потому что местные сказали, что выходят гиены, начинают летать орлы и ползают даже змеи. Я же удачно добралась до номера, предвкушая новый день, полный эмоций и приключений.
Шимбулак был моей основной целью, так как я обожаю горы. Поднимались мы наверх трансфером, и нам повезло, что мы встретили местного, который рассказал очень много интересного об этих местах. Например, что тут снимались несколько известных фильмов, а также то, что с середины 50-х годов Шимбулак был тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана. Вы сели на высоте 1680 метров. Мы сейчас поднимемся на 2300. У некоторых заложит уши, у некоторых поднимется давление. Называется лестница здоровья. 842 ступеньки здесь. В прошлом году парень установил рекорд 50 разбегов. Не останавливаясь, 8,5 часов. Мировой рекорд. Вы заезжаете на плотину, это щит города. В 73 году вода была вот отсюда прямо. Спасла город. Смотрите туда налево. Этот котловане все остается. Называется щит города. Взорвали вот эту гору впереди и сзади, и перегородили полностью ущелье. Сель, лавина, вода, все здесь остается. В город ничего не попадает. Ну вот мы и приехали в один из самых популярных горнолыжных курортов Шимбулак на казахском, на русском Чимбулак. Курорт славится тем, что здесь благоприятный климат, поэтому любят лыжники, сноубордисты, любят приходить сюда и пешие туристы. Трасса очень комфортная, удобная и климат потрясающий. Виды декораций тоже невероятные. А вы знаете, то, что здесь самое... И как? И как оцениваете? Трасса хорошая? Мне не интересно. Да ладно. А где было интересно? Вот здесь? Она лучше. Экстрима больше. Ну да, она более профессиональная. Кстати, первые трассы появились здесь в 1954 году. Туриста привлекает красивая природа. Он расположен в живописном ущелье Заолийского Алатау. Сегодня на Шимбулаке большая зона катания. Протяженность всех трасс составляет более 20 километров. Можно приехать без снаряжения и взять все на прокат. Давайте посмотрим на это. Нет, она прям огромная. Панорама. Что-то маловато. Да, я думаю, одеваю. Шла я погорять, даже алматинские вершины. Май, солнце уже печет не на шутку, идея переодеться в экипировку была, честно говоря, лишней. Катайся хоть в купальнике. Знакомьтесь, мой инструктор Андрей. Мечтатель, экстремал и любитель путешествий, как и я. Отец давно-давно проходил, катался там, со своей секцией. И в 80-х годах. У вас преемственность получается. Да, и как бы он здесь катался, он был теннистом в этой группе. И я решил, что это очень интересный момент, конечно, сюда приехать, посмотреть, так сказать, тропами предков. Кататься в мае на Шимбулаке – то еще удовольствие, поэтому решила насладиться видами спокойной обстановки. Как говорится, перенести дух. Если коротко о ценах, то стоимость однодневного абонемента на Шимбулак в будние дни 4000 тенге, примерно 817 рублей. Стоимость однодневного абонемента на Шимбулаке в выходные и праздничные дни 6000 тенге. Стоимость проката лыж и сноубордов от 3000 тенге, примерно 612 рублей в день. День был насыщенный и интересный, а завтра меня ждет прогулка по Алматы. А начнем мы с парка Первого президента, и дальше будет у нас выход на вечеринку.
Алматы. Добро пожаловать к нам. Алматы – очень зеленый город. Каждое утро, просыпаясь, восхищаюсь красотой гор. Проблема тут только для автомобилистов. Не самые широкие дороги и пробки. Пробки. И еще раз пробки. Для туристов есть все. Парки, рестораны самой разной кухни, прекрасный шопинг. Город очень современный и уютный одновременно. Мы пришли в то самое сокровенное место, где загадывают желания и сказали, они исполняются. Мира привела в красивейшее место, где... Это купол желаний. Да, где исполняются желания. В парке очень много семей, гостей столицы. Для прогулок и спорта идеальные условия. Парк имени первого президента – крупнейший дендропарк на территории города Алматы, расположенный в юго-западной части города. Его площадь составляет 53 гектара. Парк отлично подходит для пробежки, фотосессий и вечерней прогулки. В летнее время парк работает с 5 утра до 10 вечера, а зимой парк открывается с 9 утра. Также Алматы выбирают студенты из разных городов и стран, так как обучение и проживание относительно недорогое. Валерия Кычкина учится на первом курсе в местном университете. Сам в целом встретил меня с какой-то распростертыми объятиями. Была очень хорошая погода. В целом можно сказать, что в Казахстане они другие народы, поэтому у нас очень много общего культуры, языка, даже во внешности и в обычаях. Поэтому меня даже чаще всего воспринимали как местную, пока они не знали о том, что я якутка. И после того, как они узнают об этом, им становится сразу так интересно. Они знают, что это издалека, они знают, что это очень холодно, и они удивляются. Подруги Валерии из севера Казахстана, Астаны и Караганды. До встречи с якутянкой девочки думали, что из севера только они, а встретившись с ней, узнали и о настоящем севере, о Якутии. Кстати, как оказалось, молодежь знает и чтит свои традиции. Девочки даже находят очень много схожего между нашими культурами. Наши родители с самого детства приучивали нас к культуре, рассказывали обычаи, учили нас казахскому языку, чтобы мы все знали, чтобы мы все говорили другим людям, другим приезжим, как можно сказать так, вот, иностранцам, возможно, гостям. Да, допустим, как причин, как один из примеров, в данный момент у нас появилась тенденция носить казахские национальные одежды и украшения, допустим, даже вот период Наурыза буквально почти у каждой девушки в Казахстане, у каждой молодой девушки в Казахстане были вот эти ашики биндар, это аксессуары казахские, национальные, которые на волосы, шингелек, то есть на косы. На косы, то есть это очень красиво, и я считаю, что это очень влияет, в принципе, на нашу национальное самосознание, то есть мы ценим нашу культуру, несмотря на то, что уже не... То есть живем в современном мире. Да, даже если время проходит, мы до сих пор ценим культуру. Во время Наурыза мы в университет заходили и видели, как девушки, они очень красиво одевались, они носили корсеты с ою. Это орнаменты. На якутском тоже ою. Да? У нас тоже ою, это орнаменты казахские у нас есть. Вот, они ходили в таких вот, красивой одежде, с красивыми аксессуарами. Это сердце грело очень. В самом городе туристу есть где погулять. В Коктабе вы можете сделать фотографии за 150 рублей. Вот, например, как я, с орлом или в национальной одежде. Здесь же можно восхититься красотой белоснежного павлина, и посмотреть других животных. Можно прогуляться вдоль речки Синтай, или посвятить день шопингу. Также вы можете посетить другие яркие мероприятия, а их в городе очень много. От тематических до масштабных. Хотели бы узнать об этом подробнее? Оставляй комментарий, и я обязательно расскажу об этом. Парк Коктабе – один из символов города Алматы и всего Казахстана.
Как можно добраться? Можно по канатной дороге. Стоимость проезда составляет 2500 тенге в одну сторону и 3500 тенге вверх и вниз. Можно добраться автобусными маршрутами или же пешком. Совершенно бесплатно. Но идти будете 30-40 минут. Развлечений тут достаточно. Например, колесо обозрения стоит 2500 тенге, это 510 рублей. Фотографии в костюмах, как я уже сказала, 150 рублей за одну штуку. Тут, оказывается, даже можно сделать предложение руки и сердца на территории парка. Будет стоить 15 тысяч тенге. Всего 3065 рублей. Алма-Аты мне очень понравился, поэтому я не прощаюсь с этим городом, а говорю до встречи, город контрастов, тюльпанов и красивых локаций. А еще гостеприимных людей, их гораздо больше, поверьте.